Слава Богу. Šlovė viešpačiai. На самом деле должен мысли свои сконфигурировать, Turėčiau sukonfigūruoti savo visas mintis, потому что перевод что-то забирает. todėl kad aš kažką pasiimu versdama, Но этим мы благословляем bet mes tuo palaiminame žmonės. литовский народ. Lietuvos tautą. В моем духе это крутится некоторое время. Mano dvasia jau tai sukasi kurį laiką И меня это не отпускает. ir tai nepaleidžia manęs. И я понимаю, что в этом будет что-то большое. Suprantu, kad tame bus kažkas didelio. И кто-то, может, сомневается, Kažkas galbūt abejoja, но пройдет немного время. bet praeis kažkuris laikas И вы увидите, как это просто начнет просто этот снежный ком. ir jūs pamatysite, kaip tas sniego kamuolys didės. Savo akimis tai pamatysite. Так что мы положили начало. Tad mes pradėjome. Вначале у нас появились тексты. Iš pradžių buvo tekstai. Сейчас Dabar aš. собрание с переводом. Susirinkimas su vertimu. И мы вот вчера буквально говорили еще раз с Андресом. Dar kartą kalbėjome su broliu Andriu. Ищем день, когда для начала сделать литовскую ячейку. Ieškome dienos, kada pradėti lietuvišką lastelę. То есть, как бы, чтобы сгруппировали, чтобы нам вырасти параллельно полноценное литовское служение. Tam, kad lietuvių žmonės, lietuviškai kalbantys, susigrupuotų ir išauktų į pilnavertį lietuvišką susirinkimą. Ну, вот так. Kažkaip taip. Хочу поблагодарить всех. Noriu visus padėkoti visiems. Вчера прекрасный праздник. Vakar nuostabi šventė. Спасибо всем, кто были. Ačiū visiems, kas buvo. Давайте поаплодируем всем, кто старался на самом деле. Paplokime tiems, kas stengiasi. Прекрасное наследие, прекрасная молодежь. Nuostabus paveldas, nuostabus jaunimas. Благословенные подростки. Palaiminti paaugliai. И детки. Ir vaikučiai. Не понял я. Pastorius nesuprato. Что-то 3,5 человека ответили. Sakė, 3,5 žmogaus atsakė. На самом деле это прекрасно, знаете. Iš esmės tai yra nuostabu. Нам надо больше праздников. Mums reikia kuo daugiau švenčių. Да, но определилась дата дом рождения. Apsisprendėme su gimimo namų data. То есть это не день рождения. Tai ne gimtadienis. Это дом рождения. Tai namai, kuriuose gimė. Gimimo namai. И за 30 лет. Per 30 metų. Уже 31, считайте. Beveik 31 jau. Кто-то родился. Kažkas gimė. Это, знаете, как встреча одноклассников. Čia kaip bendraklasių susitikimas. Потому кто-то пошел в трактористы. Kažkas tapo traktoristu. Кто-то в университет. Kažkas universitetą. Кто-то поехал за границу. Kažkas išvažiavo užsienį. Я также хочу поприветствовать сегодня, вот, за 25 лет впервые вот Вилья. Per 25 metus pirmą kartą Vilija. Они уехали в Канаду. Айстя, ее дочка маленькая, бегала. Aistė Kanada. Бегала шнурком в нашем доме. Bėgiojo po pastoriaus namus. И 25 лет они уехали в Канаду. Prieš 25 metus jie išvažiavo į Kanadą. Вот, всей семьей. Su visa šeima. Обстоятельства вернули назад. Aplinkybės grąžino namo. В другой город, в Каунас. Į kitą miestą Kauną. Вот Айстя стала завсегдатаем. Aistė liko nuolatiniu mūsų bažnyčios ar lankytojų. И я рад, что собираются редкие птицы. Džiaugiuosi, kad susirenka reti paukščiai. Ину вчера увидел, очень обрадовался. Iną pamatėm, apsidžiaugiam. Мы на самом деле Виталика можно практически причислить к красной книге. Vitalikas irgi turėtų būti jau įrašytas į raudonąją knygą. Да, такая тоже птица из красной книги. Raudonosios knygos paukštelis. Но мы каждому рады, я хочу сказать. Bet mes džiaugiamės, ypač džiaugiamės kiekvienam. Близится дом рождения. Artėja gimimo namai. Смело, с дерзновением говорите. Su užsispyrimu drąsiai raginkit žmonės, kvieskit žmonės ateiti. И несите эту весть. Neškit tą naujieną. Что это территория любви. Tai meilės teritorija. Мы, забывая прежнее, Mes užmirštame, kas buvo prieš и tai. простираемся Ir вперед. veržiamės į priekį. Но чтобы люди не создали планы. Kad žmonės planuotų, nesukurtų kitokių planų. Заранее проговаривайте. Iš anksto įspėkite juos. У нас есть там административная команда. Mes turime administracinę komandą. Они скоро уже, наверное, повесят баннер.
jie jau greitai iškabins iškabą. И я прошу, также выставляйте перед собраниями, чтобы люди запоминали, что у нас на носу важное событие. Prieš susirinkimą prašom elektronikoje iškabinti naujienas. Хорошо, давайте немножко к празднику вернемся. Grįžtam prie šventės truputį. A data? 2 июля, если я не ошибаюсь. 6 июля. Liepos 6. Это на Миндаугин. Jo. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną išeiginę nepasiteisinsit. Да, это выходной, так что не принимаются никакие отказы. Nepriimam atsisakymų. Пожалуйста, приведите не только тех, кто были. Atvežkit ne tik tuos, kurie buvo, Ваших родных, giminės, друзей, draugus, соседей. kaimynus. Будут угощения. Bus vaišės. Мы чуть-чуть еще больше размах делаем. Šiek tiek su didesniu užmoju. Ну, организм растет, что сделаешь. Nu jo, organizmas auga. Хорошо, давайте, просто не так много времени, хочется чуть-чуть поделиться. Žodis. Одним словом, Пасха. Pascha. Вчера детки рассказали, что это такое. Vaikai vakar papasakojo, kas tai yra. Я хотел бы, вот сегодня с Ритой мы дискутировали, Šiandien su manim kalbėjom. и вот в литовском слове есть «великос», Lietuviai vartoja žodį Velykos. от слова «веля». Istoriniai šaltiniai liudija, kad tai yra kildinama nuo žodžio vėlė. Ir kiaušiniai, kurie buvo dažomi, buvo nešami į kapines vėlėms. Вот, это духи человеческие. Tai žmonių dvasios. И как бы Mirusių žmonių dvasios. почтение мертвых духов. Tai mirusių dvasių. Ну, нет, мертвых людей, духи мертвых людей. Так. Taip, mirusių žmonių dvasių pagerbimas Ну, čia то есть toks. практически демонический праздник. Iš esmės demoniška šventė. Просто когда, потому просто Пасха, она есть Пасха. O Pascha tai jau yra iš Biblijos kildinama šventė. Но просто когда были крестовые походы, Kryžiaus žygiai, kuomet vyko, когда насаждалось, когда языческие там народы покорялись, kada pagoniškas tautas bandoma buvo pavergti arba užvaldyti, и было принято так, что давайте мы просто на те праздники наложим христианские buvo праздники. priimtas sprendimas tiesiog ant pagoniškų švenčių užklijuoti krikščioniškas Но šventės. интересно, что Пасха это не христианский праздник, Pascha nėra krikščioniška šventė. Įdomu tai. это Божий праздник. Tai yra Dievo šventė. Бог сказал, что я хочу праздники, Viešpats pasakė, aš noriu šventės. и Он их учредил. Ir jis jas įsteigė, įkūrė, И nustatė. написано, что Иисус следовал порядку праздников иудейских. Ir parašyta, kad Jėzus sekė judėjiškų švenčių tvarkai. То есть Он через праздники тоже проявлял себя. Per pagarbą šventėms jis irgi išreiškė save. И совершал невероятные вещи. Ir vykdė neįtikėtinus dalykus. И Пасха, мы тоже знаем, что наша Пасха есть Христос. Ir mes puikiai žinome, kad mūsų Pascha yra viešpats Jėzus. И потому важно это праздновать. Todėl labai svarbu tai švęsti. Мы прекрасно вчера уже начали Mes праздновать. pradėjom vakar puikiai. И сегодня мы идем к завершению. Šiandien mes bandome pabaigti. Потому что в этом празднике есть две составляющие. Todėl, kad ta šventė turi dvi dalis. Потому что есть то, что мы получаем через смерть, Yra tai, ką mes gauname per mirtį. и есть то, что мы получаем с воскресением. Ir antroji dalis tai, ką mes gauname per prisikėlimą. И очень много мы получаем. Ir labai daug mes gauname. Потому что практически наше спасение и происходит благодаря Todėl, kad того, что Иисус пострадал. mūsų išgelbėjimas ir priklauso nuo to, kad Jėzus Kristus buvo kentėjo. И важно помнить то, Labai svarbu prisiminti, что пасхального агнца kad Paschos avinėlį надо было кушать всего, reikėjo suvalgyti visiškai visą, с горькими травами. su karčiomis žolėmis. Не можно было вырезать стейки Negalima buvo iškirpti išpjovą filė или корейку, ar sprandinę, или просто запечь заднюю ляжку. arba užkepti galinį kumpį. Надо было кушать всего агнца. Reikėjo visą avinėlį И даже valgyti. если ты кушал, Ir netgi kai tu valgiai,
этого тоже не хватало. to irgi nebuvo pakankama. Потому что надо было взять кровь. Reikėjo paimti kraują. То есть кровь была пролита. Kraujas buvo pralietas. Потому что агнца зарезали в доме. Todėl, kad avinėlį pjovė namuose. Его брали, я не помню сейчас, 10 или 15 дней раньше. Nepamenu, 10 ar 15 dienų atgal. Ее Paimdavo jį. еще. И, Oi, prieš tai atsiprašau. да, и дети привыкали. Ir vaikai priprasdavo prie to gyvūno. Знаете, как avinėlio. покупают собачку-котика. Kaip šuniuką, kačiuką. Первые 2 недели играется весь дом. Taip, pirmas 2 savaitės žaidžia visi namai. А потом выгуливает папа с мамой, да? O po to vedžioja tėtis su mama. Но вот эта эйфория 2 недели, Bet tos 2 savaitės, va ta euforija, это ж ягненок маленький, tai mažas avinėlis, безгрешный, be nuodėmės. такое чистое святое создание. Toks švarus, šventas kūrinys. Padaras. Kūrinys gražiau. Герой. И я хочу сказать о том, что отец брал нож Tėvas imdavo peilį и объяснял. ir aiškino И у порога prie slenkščio, он перерезал горло. avinėliui perpjaudavo gerklę. И кровь сливалась в миску. Kraujas tekėjo į dubenį. И вот то, что пролита кровь, этого не хватало. Ir tai, kad išlietas, pralietas kraujas, to nebuvo pakankama. Кровь надо было взять и сопом. Kraują reikėjo paimti vieną iš karčiųjų žolių, pats skažyti į sopą. Ne palai. Į sopą. Ну, как тептукас. Nu, iš jo, aš kaip suprantu, darydavo teptuką. Да. И этим сопом надо было помазать косяки. Ir patepti durų staktas. И суды Божии проходили твой дом мимо. Dievo teismas praeidavo pro šalį. Потому пролитие крови Todėl kraujo praleidimas требует применения. reikalauja pritaikymo, panaudojimo mūsų gyvenime. О Соломоновой мудрости говорится. Salomono išmintyje kalbama. Не, apie ее išmintį. išmintį. Да, то есть в его устах была мудрость от Исопа до кедра ливанского. Kalbama, kad Salomono išmintyje buvo Ну, Исопас, по-моему. išmintis nuo Найдите, кто там перевод. Изоп. Izopas, tai priveršys. Nuo Izopo iki kedro Livano. Livano. То есть ливанский кедр это было самое большое. Tai buvo pats didžiausias Livano kedras. Исоп из кустиков был самый маленький. Izopas buvo pats mažiausias iš krūmelių. Но вся эта мудрость была в устах. O visa tai išmintis nuo mažiausio iki didžiausio buvo lūpose. Потому применение Todėl panaudojimas, имеет в виду, что нам надо говорить об этом. todėl pritaikymas turime supratimą, kad mums tai reikia išsakyti. То есть нам надо быть избавленными. Mums reikia būti išlaisvintiems. И Христос отдал жизнь. Viešpats Jėzus Kristus atiduoda gyvenimą И мы реально умерли с Ним. ir mes realiai kartu su juo mirštame. Вы понимаете, когда ты умираешь, Kada mes mirštame, тебе списываются все долги. mums nurašomos visos skolos. К тебе нет претензий. Jokių pretenzijų. И нам реально надо эту мертвость носить в себе. Ir mums realiai tą mirtingumą reikia naudoti savyje, tą mirtį naudoti, И nešioti savyje. когда мы чувствуем, что мы умерли, Ir kada mes jaučiame, kad numirėme, мы можем соединиться с силой воскресения. mes galime prisikelti, susijungti su prisikėlimo jėga. Но очень многие верующие, они не согласны умирать. Bet daugelis tikinčiųjų nesutinka mirti. Мы сейчас не говорим о физической смерти. Nekalbama apie fizinę mirtį. Мы не приносим человеческие жертвы. Žmogiškų aukų mes neatnašaujame. Мы говорим о том, что ты должен просто умереть для своих амбиций, Kalbama apie savo ambicijų, для своего mirtingumą, характера, charakterio mirtingumą, для своих целей, savo tikslų, для своих мечтаний. svajonių. И взамен ты получаешь нечто более Ir высокое. kada tu miršti dėl tų dalykų, tu Но gauni человеку į pakaitalą очень трудно это сделать. aukštesnius tikslus, bet žmogui tai yra labai sunku И padaryti. так как в четверг Брайан Лонг пророчествовал, что в нашей церкви будет много радости, Ir kaip pranašavo ketvirtadienį Brianas Longas, mūsų bažnyčiai bus daug džiaugsmo, я хочу показать, noriu parodyti, что радость – это дисциплина, džiaugsmas tai disciplina,
это Царство Божие внутри нас. tai Dievo karalystė mumyse. И это надо приучиться в этом жить. Ir tame gyventi reikia išmokti. Это не так, что просто как я чувствую и радуюсь, я не чувствую и не радуюсь. Čia nekalbama apie pojūčius, kad maždaug jaučiu džiaugiuosi, nejaučiu nebesidžiaugiu. Понимаете, это маленькие дети. Tai elgesi maži vaikai. Когда почувствовали, что хотят в туалет, там и сделали туалет, да? Jeigu pajuto, kad jau dabar reikia, tai ten ir padaroma. Но мы не можем водиться чувствами. Bet mes negalime vadovautis ir veikti pagal jausmus. Значит, у нас должно быть что-то сложено. Mūsų galvoje kažkas turi būti sudėtingesnio sudėta. И сегодня очень много вокруг опасностей. Šiandien aplink mus daug pavojų. И даже в Литве многие люди боятся, что война придет даже к нам. Netgi yra bijomasi Lietuvoje, kad ateis karas pas mus. И потому я хочу сегодня назвать 3 причины, Noriu įvardinti 3 priežastis, почему нам стоит радоваться. kodėl mes turėtume teisę džiaugtis. Потому что Иисус для нас это приобрел. Viešpats Jėzus mums tai įgijo. Вообще, когда Иисус пришел на землю, Kada Jėzus atėjo į žemę, Он занимался только одним. jisai užsieminėjo tik tai vienu dalyku. Он проповедовал царство. Jisai pamokslavo karalystę. И это царство внутри нас есть. Ir ta karalystė yra mūsų viduje, mumyse. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Teisumas, šventumas ir džiaugsmas. И я хочу Šventojoje зачитать dvasioje. один хороший для всех знакомый текст. Ir noriu paskaityti visiems žinomą tekstą. Но я не хотел бы его вырвать с контекста. Nenoriu ištraukti iš konteksto. Хочу прочитать чуть-чуть больше, Perskaityti viską. чтобы мы Daugiau. понимали, почему у нас сегодня есть причина радоваться. Kad suprastume, kodėl mes turime priežastį džiaugtis. Это Римлянам 8 с 28 стиха по 30. Romiečiams 8 dalis nuo 28 iki 30 eilutės. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первенцем между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Skaitau. Jo. Vita. Nuo 28 iš naujo pradėjau. Включите, да. Be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Būtent jo tikslų pašauktiems, o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Если мы поймем O это, kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino. Kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino. если мы поймем этот текст, Jeigu suprasime šitą tekstą, для тех, кто конспектирует, tie, kas užsirašinėje, konspektuoja, мы можем сделать 3 заключения. galime padaryti 3 išvadas. Первое. Pirma, Зло blogis обернется к лучшему. apsisuks į gerą, Наше благо никто не сможет забрать. mūsų gėrio niekas negalės atimti iš mūsų. Это 2 пункт. Čia antra. И 3. Ir trečia, Все лучше еще впереди. visa, kas yra gera, dar prieki. Это так написано. Сейчас мы расшифруем. Tai parašyta, mes iššifruosim tuoj. Интересно, что здесь говорит, что все содействует ко благу. Parašyta, kad viskas išeina į gerą. Применено слово синергон. Panaudotas žodis Синергон. sinergon. Синергон это греческое слово. Синергон. Graikų. Синергон, от него произошло слово синергия. Nuo jo kilo žodis sinergija. Синергия, совместно. Sujungta. Kartu, Sugretinta. энергия. И таким образом, что мы можем видеть, что это не просто вот одни отдельные факты плохие, Tai nėra atskiri faktai, blogio faktai. но все Kalbama apie viską. синергически, Tarsi apibendrinama, sujungiama, объемлюще. apimančiai. Это все будет содействовать ко благу. Visa tai bus išeis į Но я gerą. хочу рассмотреть парочку историй. Norėčiau peržiūrėti istoriją. Keletą историю. Keletą историю. Kelias istorijas.
для того, чтобы мы могли посмотреть, как это бывает в жизни. Kad galėtumėm įsivaizduoti, kaip tai būna gyvenime. Потому что сегодня, когда тебе что-то давит, Todėl, kad kai šiandien kažkas tave spaudžia, тебе говорят, ой, все, любящим его все содействует ко ai, благу. sako, viskas mylintiems išeis į gerą. Но это, во-первых, любящим Бога. Pirmiausia, tai yra mylintiems Dievą. Это реально люди, которые вообще испытывают любовь к Богу. Tai yra realūs žmonės, kurie išpažįsta ir jaučia meilę Dievui. Но я хочу показать, что это процесс. Noriu parodyti, kad tai yra procesas. И хочу вспомнить случай с Лазарем. Noriu prisiminti Lozoriaus istoriją. Когда Лазарь Kada Lozorius умер. numirė. Вы помните, что как окружающие, как его сестры волновались? Ar pamenate, kaip rūpinosi, jaudinosi, nervinosi seserys? Они плакали. Jos verkė, Иисус задерживался. Jėzus užtruko. Он задержался несколько дней. O jis užtruko keletą dienų. Там коротко упоминается, что он возрадовался, Trumpai yra pabrėžiama, kad jisai džiaugiasi. потому что Apsidžiaugė. он знал, что имя Божие прославится. Jisai žinojo, kad Dievo vardas bus prašlovintas. Но тем не менее Иисус погружен в саму ситуацию. Bet kuriuo atveju Jėzus yra panėręs į šitą situaciją. И он участвует внутри ситуации. Jisai joje viduje dalyvauja. И когда он приходит к Лазарю, Kada jis ateina pas Lozorių, он не говорит так. nesako, Ой, ребята, спокойно, сейчас будет чудо, все классно. ramiai, čia dabar bus stebuklas, viskas puikiai, gerai, klasna. Разве Иисус не знал, что он будет делать? Argi Jėzus nežinojo, ką jisai darys? Он знал, что будет Jisai делать. žinojo, ką darys. Он не послал гонца. Jisai neatsiuntė pasiuntinio. Но он переживает и даже всплакнул. Jisai pergyvena, sielojasi ir netgi apsiverkia. Потому что смерть в любом случае брутальна. Todėl, kad mirtis bet kokiu atveju yra brutali. Потому что это такое событие, Todėl, kad tai yra toks įvykis, что просто ужас. todėl, kad siaubas. Tiesiog siaubas. И сегодня погибает много людей. Ir šiandien žūsta daug žmonių. И я хочу сказать, что почитайте эту историю, там целая глава отведена. Perskaitykite tą istoriją, ten ištisa dalis jai paskirta. И там Иисус просто, он проходит эту ситуацию. Jėzus pereina per tą situaciją. Там сидят иудеи скорченные, Sėdi susiraukę judėjai, сестры разочарованные, nusivylusios seserys, которые не могут. Иисус даже не хочет, подойдя в город, не хочет сразу входить. ir Jėzus, kuris nenori prieėjęs prie miesto iš karto įeidinėti tą situaciją. И очень сложная ситуация. Tai labai sudėtinga situacija. Я хочу сказать, что сегодня христианство принимает так, Šiandieninė krikščionybė priima taip. что что-то случилось, Kažkas įvyko, тут же церковь помолилась, nedelsiant pasimeldė bažnyčia, и бах, решение. bach sprendimas. Дорогие, так не будет. Brangiai, taip nėra. Так Taip мы nebus. не видим. Taip nematome. Но я хочу показать и в Библии Noriu parodyti Biblijoje несколько историй, keletą istorijų, что в конце как они заканчиваются. kaip jos pasibaigia pabaigoje. Вы понимаете, но несмотря на то, что они хорошо заканчиваются, Nežiūrint į tai, kad jos baigėsi gerai, процесс мариновки, marinacijos procesas он длится. tęsiasi. И эта Laikiausi история trau- очень хорошо показывает, Tos istorijos labai gražiai paliudyja, что просто Иисус, Он скорбит вместе. kad Jėzus kenčia ir liūdi kartu su Он mumis. проходит все вместе. Pereina kartu su mumis. Я потом покажу, почему это надо. Po to pabrėšiu, parodysiu, kodėl tai reikalinga. Также берем историю с Иовом. Įimam į Jovo istoriją. Человек теряет все имение, Jisai praranda viską, ką turėjo, visą turtą. все деньги, Visus pinigus, всех детей, visus vaikus, все здоровье. visą sveikatą. Остается одна жена. Lieka viena žmona. И так говорит, Ir ta sako, прокляни Бога и умри. prakeik Dievą ir numirk. И вот он практически в агонии. Ir štai Jobas agonijoje. Мы можем видеть, что там практически панические молитвы. Tai praktiškai jau visos maldos yra paniškos. И богословы считают, что это длилось от 9 месяцев до 2 лет. Dievo rašto tyrinėtojai sprendžia, kad tai galėjo tęstis nuo 9 mėnesių iki 2 metų.
Это не было так, что на недельку его занесло. Jį neužnešė porai savaitėlių. Понимаете, он проходил невероятные вещи. Jisai neįtikėtinus dalykus buvo priverstas praeiti. Если бы мы сегодня это все прошли, Jeigu tai ištiktų mus ir mums tektų tai praeidinėti, а как вы думаете, как Kaip бы jūs mąstot? было бы ли легче и Иову, ar būtų lengviau buvę Jobui, если Бог вначале сказал бы так: jeigu Dievas iš pradžių būtų pasakęs, Иов, ты не представляешь, tu neįsivaizduoji Jobai, ты будешь самая знаменитая tu личность. būsi pati žymiausia asmenybė. Вся земля будет Visa читать žemė Библию, skaitys Bibliją и все будут удивляться. ir visi stebėsis. Я думаю, что Иов сказал бы, так, ну, поправился бы, сказал бы, ну ладно, тут уже потерпим ради за Nu, Родину. Jobas pasakytų, maždaug pakentėsiu, gerai. Но ничего этого не звучит. Bet to viso neskamba. Бог с ним в диалоге. Viešpats su juo dialoge. И хотя Иов и спорит с Богом, Nors Jobas ir ginčijasi su Dievu, обвиняет, kaltina, но Бог в конце его оправдывает. Dievas pabaigoje jį išteisina. Знаете почему? Žinote kodėl? Потому что все это проходя, Todėl, kad visą tai praeidamas, когда он практически молится в истерике, kada jisai beveik isteriškai meldžiasi, когда он практически в агонии, kada jisai praktiškai agonijoje, он практически возмущается, жалуется, praktiškai nepatenkintas ir skundžiasi, но все это bet visą tai он делает перед Богом. daro viešpaties akivaizdoje. Он не отходит от Бога. Jis nenueina nuo viešpačio, nenusisuka. Это самое ценное. Tai yra brangiausia. И потом ему Бог говорит, помолись за друзей. Tada Dievas jam sako, pasimelsk už draugus. И Бог все восполняет. Ir viešpats viską pripildo. И видим, что Слово говорит, что Иов умер, насытившись днями. Ir parašyta Dievo žodėje, kad Jobas numirė prisisotinės dienomis. Но как он проходил это? Bet kaip jisai tai praėjo? И третья история. Trečioji istorija. Это история Иисуса, Tai Jėzaus istorija, который живет, kuris gyvena, воскрешает мертвых, prikelia mirusiuosius, глухим открывает уши, слепым глаза. atveria ausis kurtiems, akis akliems. И ученики очень много знали об Иисусе. Mokiniai labai daug žinojo apie Jėzų. И тут раз он подвисает на кресте. Ir tik ir jisai ant kryžiaus kabo. Кто из учеников такой был проницательный? Kas buvo toks numatantis iš mokinių, Кто был настолько мудрым? toks išmintingas, Так стоял, смотрел на крест. taip žiūrėjo į kryžių Говорил, о, это все во благо. ir sakė taip maždaug viskas į gerą. О, это победа Божия. O, tai Dievo pergalė. Кто мог это предвидеть? Kas tai galėjo numatyti? Да они вообще испугались. Jie visi apskritai Петр išsigando. вообще трижды отрекся. Petras 3 kartus išsižada. Все разбежались. Visi išsilaksto. Неделю спустя Петр говорит, иду ловить рыбу. Po savaitės pasakė, einu žuvies gaudyti. И все Žvejų. апостолы говорят, идем и мы. Visi apaštalai sako, mes irgi einam. Слушай, Žvejot. школа, 3,5 года, он каждый Три день вкладывал в них. Pusę metų viešpats Jėzus į juos įdėdinėjo mokykloje. Но люди не могли этого увидеть. Bet žmonės nesugebėjo to pamatyti. Этого не видел и сатана. To nematė ir šėtonas. Он в жизни бы не допустил, зная, какая сила будет высвобождена для всех нас. Jeigu šėtonas tai būtų žinojęs, jis niekada nebūtų daleidęs, žinodamas, kokia jėga bus išlaisvinta. Но крест. Bet kryžius. И когда ты в жизни несешь крест. Ir kada tu savo gyvenime neši kryžių. Что такое крест? Это не вспоминать привычку. Kryžius tai neprisiminti Привычку. Įpročio. Которая тебя ведет к греху. Įpročio, kuris veda tave prie nuodėmės. Это просто сказать себе нет. Tai pasakyti tiesiog savo ne. Это сказать нет греху. Pasakyti ne nuodėmiai. Это сказать да святости. Pasakyti taip šventumui. И сегодня, когда мы вспоминаем этот день, Ir šiandien, kada mes prisimename tą dieną, что Он умер за нас, kada jis mirė už mus, написано, Он был искушен во всем, кроме греха, parašyta, kad jis buvo išbandytas visame išskyrus nuodėmę. и знает, как искушаемым помочь. Ir žino, kaip išbandomiems padėti. Потому просто Он знает, как это надо пройти. Todėl jis tiesiog žino, kaip tai reikia praeiti. Иисус рядом с тобой в истории, Jėzus visose istorijose šalia tavęs. в твоих историях. Tavo istorijose.
И потому, когда тебе говорят, ой, все содействует ко благу, Ir todėl, kai tau sako, viskas išeina į gerą, драгоценно, это процесс. brangieji, tai procesas. Может годик, может два. Gal meteliai, gal pora. И надо понимать, что действительно будет так. Ir reikia suprasti, kad tai išties bus taip. Потому что я мог бы кучу историй перечислять, которые именно так закончились. Galėčiau išvardinti krūvelę istorijų, kurios baigėsi būtent taip. Но они не похожи на сегодняшнее представление христиан. Bet jos nėra panašios į šiandieninio krikščionių įsivaizdavimo istorijas. Когда что-то случилось, Kada kažkas įvyko, братья и сестры, помолитесь. broliai sesės pasimelskit. И ты хочешь выскочить с этого марината, Ir tu nori iššokti iš to marinacijos proceso. а Бог хочет тебя замариновать. Dievas nori tave užmarinuoti. Он хочет, чтобы ты стал лучше. Dievas nori, kad tu būtum geresnis. Taptum Это geresnis. поднимет твое качество. Tai pakels tavo kokybę. Это испытает тебя. Tai tave išmėgins. Ты будешь переплавлен, как золото. Tu būsi perlydytas kaip auksas. Из тебя выплавятся шлаки. Iš tavęs bus išlydyti visi šlakai. И ты выйдешь измененным. Ir tu išeisi iš tos situacijos pasikeitęs. Потому, когда сегодня Todėl, kai šiandien, происходят какие-то сложные обстоятельства, как, например, война, kai vyksta kažkokios sunkios aplinkybės, kaip pavyzdžiui karas, пандемия, pandemija, голод, alkis, badas, это не может быть на 3 дня. tai negali vykti 3 dienelės. Это процесс. Tai procesas. Но могу ли я посреди этого радоваться? Bet ar galiu viso to eigoje aš džiaugtis? Я могу радоваться, Aš galiu džiaugtis. если я знаю, Jeigu aš žinau, как это все закончится. kaip visa tai bus pabaigta. И дальше, почему я прочитаю? Еще один текст также из Римлянам 8:1. Ir dar vienas tekstas Romiečių 8 dalis. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Это относится ко второму пункту. Tai prisėtina prie antro punkto. Что же это за добро, которое враг не заберет? Kas tai per gėris, kurio priešas neatims? В тексте, который мы читали перед этим, Prieš tai skaitytame tekste написано, что мы оправданы. parašyta, kad mes išteisinti. Понимаете, праведностью Иисуса Христа. Jėzaus Kristaus teistumu. У нас Teistumu никто išteisinti. это забрать не может. Niekas to iš mūsų pagrobti negali. Вы понимаете, хоть когда идут беды, Nors ir vyksta но bėdos, когда я смотрю, Боже мой, я праведен. kada aš žiūriu viešpatė, mano Dieve, aš teisus И Он не просто нас оправдал. ir jis ne šiaip savo mus išteisino, Вы все хорошо знаете про праведность. visi puikiai žinote apie Но это teisumą, надо напоминать, bet tačiau reikia tai что priminti. ничто у нас это забрать не может. Tai niekas iš mūsų atimti negali. И мы, живя праведностью Иисуса Христа, Gyvendami Jėzaus Kristaus teisumu, мы сознательно можем приходить близко в Его присутствие. mes sąmoningai galime ateiti arti į jo artumą. И это право всегда у нас. Ir ta teisė visą laiką, mes tą teisę turime. Потому что Он занял наше место на кресте, Todėl, kad jis užimdamas mūsų vietą ant kryžiaus, а нам уступил свое место. užleidžia mums savo vietą. Место благоволения. Vietą palankumui, geravališkumui. То есть Бог, Он благоволит к нам. Viešpats mums palankus. Ты должен приходить в церковь, Tu privalai ateiti į bažnyčią. потому что Бог благоволит тебе. Todėl, kad Dievas tau palankus. Abelį, galima trumpam. Jeigu pažiūrėsit pagal Biblijos vietą, žodis blagavalėnė verčiamas į palankus viešpats, gėrisi mumis ir mes patinkame Dievui. Šiek tiek lietuviška Biblijos skiriasi. И ты должен кому-то помочь, Tu privalai kažkam padėti. кто проходит. Kas tai praeina? Потому знайте, что некоторые процессы будут действительно долгими. Todėl žinokite, kad kai kurie procesai bus išties ilgi. Но первое, то, что враг задумал во зло, Pirma, tai, kad priešas sugalvojo į blogį, Бог обратит в добро. Dievas apsuks į gerą. Второе, то, что Антра. наше благо никто не сможет забрать. Mūsų gėrio negalės niekas atimti. Вашу праведность никто не заберет. Jūsų teisumo niekas neatims, nepagrobs. Тут сказано не только о праведности,
Tai pasakoma ne tik apie Тут, teisumą, тут сказано о сыновстве. tai kalbama apie suniškumą. Ты дитё įsūnijimą. Божие. Tu Dievo vaikas. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Todėl, kad tą, ką jis paskyrė, tuos ir numatė būti Dievo vaikais. И мы видим, что на самом деле это уникально. Ir mes žinome, kad tai yra unikalu iš ties. Что у нас враг не заберет? Ko priešas iš mūsų netims? Способность уподобиться Сыну Божьему. Gebėjimą tapti panašiais į Dievo sūnų. Ты можешь там упасть, там поскользнуться. Tu gali paslysti vienoje vietoje, nukristi kitoje vietoje. Но самое дорогое враг у тебя не заберет. Bet pačio brangiausio priešas iš tavęs neatims. Он не заберет тебя посреди войны. Neatims to vidury karo, Он не заберет тебя посреди эпидемии, neatims pandemijos eigoje, посреди болезни, kuomet tu sergi to neatims посреди голода. ir bado metu iš tavęs to Потому что neatims. самые настоящие духовные ценности, они не могут быть забраны у тебя. Todėl, kad pačios didžiausios dvasinės vertybės negali būti pagrobtos iš tavęs. И дальше иду к третьему пункту. Ir taip judam prie trečiojo punkto. Лучше впереди. Geriausia yra prieš. Он говорит, что мы будем прославлены. Jisai sako, kad mes būsim prašlovinti. Это очень интересно. Įdomu. Потому что Иисус, Todėl, kad Jėzus, Он с радостью смотрел на свой подвиг. jisai džiaugdamasis žiūrėjo į savo žygdarbį. Но к славе Он пришел через страдания. Bet į savo šlovę jis atėjo per kančias. Но мы будем прославлены. Mes būsim pašlovinti. И не некоторые, Ir ne kai kurie iš mūsų, а все, кто o верует в visi, Иисуса Христа. kas tiki į Jėzų Kristų. Просто надо это ожидать. Tiesiog reikia to tikėtis ir laukti. Надо к этому стремиться. Siekti to. И есть еще нечто очень важное. Ir yra dar kai kas labai svarbaus. Джонатан Эдвардсон Jonatanas Edwardsonas в своей проповеди или статье «Небеса. Мир любви» savo leidinyje Dangus meilės karalystė. Да. То есть, понимаете, это царство Божьей любви. Tai Dievo meilės karalystė. И он утверждает, что человеческое сердце Jisai tvirtina, kad žmogaus širdis – это труба, tai vamzdis, которая через себя пропускает любовь Божию. kurį per save praleidžia Dievo meilė. Но большинство этих труб, Tačiau didesnė dalis tų vamzdžių они забиты практически под ноль. Užkišti praktiškai nepalikdami praėjimo. И транслируют очень мало любви. Transliuoja labai mažai tos meilės. И Бог хочет через нас очень много любви транслировать. Dievas nori, trokšta kuo daugiau, labai daug tos meilės per mus ištransliuoti. Мы очень мало пропускаем любви. Bet mes mažai praleidžiame jos. Поэтому приходи в церковь, Todėl ateik į bažnyčią, служи, tarnauk, подай кому-то кофе, paduok kažkam kavos, кого-то посади kažkam surask vietą atsisėsti, на свое место, užleisk savo vietą, кому-то проповедуй, kažkam pamokslauk, за nešk кого-то Dievo žodį. помолись, Už kažką pasimelsk, за кого-то заслони. kažką užtark, užstok prieš kažką. То есть надо транслировать любовь. Tiesiog reikia transliuoti Dievo meilę. И вот что интересно, то есть в земной любви что самое страшное? Žemiškoje meilėje, kas yra baisiausia? Кто знает, что самое страшное в земной любви? Не самое страшное. Саша, то... Самое страшное – это разлука. Žemiškoje meilėje pats baisiausias dalykas yra išsiskyrimas. Знаете, самое страшное, что она здесь заканчивается. Baisiausia, kad jį pasibaigs. И даже смотря на моих родителей, Žiūrint į mano tėvus, они вроде там бурчали, atrodė, kad jie barasi, но когда не стало мамы, bet kada mamos neliko, отец не смог восстановиться. tėtis jau nesugebėjo atsikelti. Есть ли любовь на земле? Ar yra meilė žemėje? Она есть. Yra. Но трагизм ее в том,
Bet jos tragiškumas yra tame, что она заканчивается, kad ji pasibaigia, что приходит разлука. kad ateina išsiskyrimas. И когда я помню, когда уже родители уже так, буквально за пару лет до смерти, Pamenu, kai mano tėvai praktiškai porą metų iki mirties, и они молились, jie meldėsi. пусть Бог меня первого заберет. Tegu Dievas mane pirmą paima. Мать, нет, пусть меня первого Mama заберет. prašo, ne, mane. Потому что люди постарше, Todėl, kad vyresnės kartos žmonės, они задумываются. jie pradeda mąstyti, А как будет, если не станет моего любимого o человека? kas bus su manimi, kai neliks mano mylimo žmogaus. Не дай Бог пережить трагедию, когда гибнет твой ребенок. Nedaug Dieve išgyventi tos tragedijos, kai žūsta tavo vaikas. И мы видим, что я просто иногда тоже, когда семьи хотят разводиться, я тоже говорю, вы не представляете, что вы начинаете делать. Kada kai kurios šeimos ketina eiti link skyrybų, aš sakau, jūs neįsivaizduojat, ką jūs bandot pradėti daryti. Это как дети. Tai kaip vaikai, Ты бросил эту игрушку, numetai žaisliuką, она тебе не надо, tau jos nebereikia, пока другому не надо. kol kitam neprisireikia. Когда другому надо, такие драки начинаются. O kai kitam prisireikia, muštynės prasideda. Понимаете? Так и мы. Вот любимый человек, Taip ir mes, štai, mylimas žmogus šalia mūsų, мы можем ругаться, galim bartis, но потом, когда кто-то хочет начинать флиртовать, bet jeigu kažkas pradeda su juo flirtuoti, а вчера ты его ругал бранными словами, o tu vakar su juo taip gerokai kietai barėsi, и только ты заметил флирт, tik tai pamatai, kad kažkas maždaug akytės nuvedė į tą это pusę. уже мое, Все все. mano. Не важен скандал, я хочу со своей женой скандалю, как хочу. Mano žmona kaip noriu, taip su juo skandalinu, čia mano. Понимаете? Но Suprantu. есть хорошая новость. Bet yra gera naujiena. На небе не будет разлуки, дорогие. Danguje nėra jokio išsiskyrimo. Лучшее brangieji. впереди, я хочу сказать. Geriausia prieš mus. Потому он не только прославит, Todėl ne tik prašlovins mus. но мы знаем, куда мы идем. Mes žinom, kur einam, kokia И- mūsų kryptis. Знаете, там мне приходится по моему как бы обучению Ir kuomet aš mokinuosi, исследовать dėl mo- разные религии. tenka studijuoti skirtingas religijas. И разные религии, они хотели там, кто попасть в Волгалу, кто-то куда-то еще, чтобы только с родными сидеть и быть с родными. Skirtingos religijos siekia sėdėti tose vietose, kur ten- Волгалу и Норкинг, Волгалу. Белякур, belekur. Шеоля, Каскур. Kad tik tai būtų su savo artimais žmonėmis. Понимаете, но какая чудесная новость. Bet kokia nuostabi naujiena. Там не будет конца. Там не будет Danguje разлуки. nebus pabaigos, nebus išsiskyrimo. Там вы будете с любимыми. Jūs ten būsite su mylimais И žmonėmis. за это заплатил очень дорого Иисус. Ir už tai Jėzus sumokė labai brangią kainą. И прочитаю Евреям 12:1 Hebrajams 12:1 и 2. į 2 ir 2. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Todėl ir mes tokio didelio debesies liudytojų apsupti nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse. Žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų, jis vietoj savo priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Вместо предлежащей ему радости. Vietoj jam priderančio, priklausančio džiaugsmo, Он претерпел крест. jisai iškentėjo kryžių. И Слово Божие Dievo žodis ободряет нас. pradžiugina mus, Нет, подразнено. Чтобы мы тоже kad ir mes были готовы būtume pasirengę перенести все. iškesti viską. Придется. Teks. Не верьте просто в какое-то такое беспроблематичное христианство. Netikėkite į kažkokią tai beprobleminę krikščionybę. Обычно с христианством у тебя начинается много разных забот. Da,
Įprastai su krikščionybė pas mus prasideda kaip tik kažkokie tai rūpesčiai. Но радость в том, Bet džiaugsmas tame, что любящим его kad jį mylintiems все содействует ко благу. viskas išeina į gerą. То есть Бог все перевернет. Tai yra Dievas viską apvers. Нам трудно представить, что пандемия сделала что-то хорошее. Mums labai sunku įsivaizduoti, kad pandemija atnešė kažką gero. Но я хочу сказать, что во время пандемии Bet aš noriu pasakyti, kad pandemijos metu мы росли, mes išaugome. мы укреплялись в любви. Mes sutvirtėjome meilėje. Кто может сказать, что пандемия отрицательно отразилась на нашей церкви? Kas gali pasakyti, kad mūsų bažnyčia nukentėjo nuo pandemijos? Кому нравилась пандемия? Kam patiko pandemija? Кто любил маски, Kam patiko kaukės, kas jas pamilo? QR-коды? QR kodus? Никому это не нравилось. Niekam tai nepatiko. Но впоследствии Bet rezultate мы видим совсем другой результат. mes turime visiškai kitą išdavą. Сегодня в определенных землях идет война. Šiandien tam tikrose žemėse vyksta karas. Нам трудно посмотреть на эти обстоятельства духовно Mums labai sunku pažvelgti į tas aplinkybės dvasiškai и увидеть, что там произойдет победа. ir pamatyti, išregėti, kad ten įvyks pergalė. Это так само, как Иоанн, когда смотрел на Иисуса висящего. Taip pat kaip Jonas matydamas Jėzų kabantį ant kryžiaus, Ему было трудно представить. jisai sunkiai įsivaizdavo. Иисус об этом говорил. Jėzus apie tai kalbėjo. Но они знали, в какой силе Иисус ходил. Bet jie žinojo, kokioje jėgoje Jėzus Они vaikščiojo. пережили невероятное количество чудес. Jie matė ir išgyveno neįtikėtiną kiekį stebuklų. Но у креста они потерялись. Bet prie kryžiaus papėdėje jie pasimetė. Это конец. Tai pabaiga. Это фиаско. Fiasko. И сегодня, если вы смотрите или слышите какие-то ситуации, Jeigu jūs išgirstate apie kažkokias ir pamatote вы, kažkokias возможно, situacijas, потеряны, как эти ученики. jūs matyt pasimetę kaip tie mokiniai. Сегодня без войны люди боятся. Neturėdami karo šiandien žmonės bijo. Закрываются целые заводы, Užsidaro ištisos gamyklos, целые отрасли. ištisos verslo šakos. Закрываются какие-то границы. Užsidaro kažkokios tai valstybių sienos. И, возможно, страхи к тебе приступают. Ir tikėtina, kad tave irgi. Но если ты любишь Бога, Bet jeigu tu myli Dievą, я говорю, как бы ты ни смотрел, aš tau sakau, kaip tu bežiūrėtum, и я вам заявляю, aš jums pareiškiu, что то, что сегодня вас больше всего пугает, tai, kas jūs šiandien labiausiai visko когда gąsdina, вы это пройдете, kada jūs tai praeisite, вы поблагодарите jūs padėkosite Бога Dievą, padėkosite за jam. то, что Он вас провел через эту долину смерти. Už tai, kad jis pravedė jūs tą mirties dykumą. Slėnį. Slėnį. Mirties И slėnį. я думаю, что нам трудно представить, что эта война будет во благо. Mums labai sunku įsivaizduoti, kad tas karas vyks. Я не говорю, что это хорошо. Nesakau, kad tai gerai. Я говорю, что это очень плохо. Aš sakau, kad tai labai, labai blogai. Но Божья премудрость Bet Dievo išmintis развернет все это. perkreips, apsuks širdį. И прочитаю еще один текст и буду Perskaitom заканчивать. dar vieną vietą. 1 Коринфянам 15:54. 1 Korintiečių 15:54. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертное, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Kada šis gendantis apsivilks negendamybę ir šis marusis apsivilks nemarybę, tada išsipildys užrašytas žodis: pergalė prarijo mirtį. Что значит этот текст? Ką reiškia šis tekstas? Кто задумался над последней фразой? Kas susimastė ties paskutinę frazę? Поглощена смерть победою. Pergalė prarijo mirtį. Понимаете, этот текст не говорит, что бед не будет, Tai šis tekstas nesako, kad bėdų nebus. а тут вообще упоминается смерть. Čia kalbama apskritai apie mirtį, Самый грозный враг. pats baisiausias priešas. То есть следует понимать, что все попроще тоже могут быть. Reikėtų tiesiog suprast, kad visos paprastesnės bėdos jos irgi bus. Потому что, например, болезни Pavyzdžiui, lygos. – это смерть в рассрочку. Tai yra
mirtis išsimokėtinai. Понимаете? То есть немощи. Negalios. Там написано немощи, больны и немало умирают. Parašyta neįgalus, sergantis ir nemažai Есть miršta. люди, которые просто, у некоторых плохое питание. Yra žmonių, kurie myli blogą maitinimą. Не, тури блогом. Yra žmonių, kurie turi prastą maitinimąsi. У кого-то бессонница. Kažkas turi nemigą. Просто демоническая активность. Tiesiog demoniškas aktyvumas. И это тоже утомляет человека. Tai irgi vargina žmogų. Но что интересно, что смерть поглощена победой. Bet parašyta, pergalė prarijo mirtį. То есть победа не прогоняет, Ta prasme, tai pergalė neišvaro mirties. она не отменяет, Jinai neatšaukia, она поглощает. ji prarijo. Значит, когда я что-то кушаю, Kada aš kažką valgau, то бишь жру, ta prasme ėdu, то я толстею. tai reiškia, aš pučiuosi, Меня разносит. storėjau. Вы понимаете, тут скрыт духовный принцип. Čia paslėptas dvasinis principas. Потому что жизнь, Todėl, kad gyvenimas, победа Иисуса Христа, Dievo Jėzaus Kristaus pergalė, победоносный дух, pergalinga dvasia, он поглощает смерть. jis praryja mirtį. И говорится о том, что когда ты не просто бежишь от проблем, Ir kalbam ne apie tai, kad tu tiesiog pabėgi nuo problemų. когда ты не уклоняешься, Kada tu pasitrauki nuo когда problemų. ты не просишь отсрочки, Kada tu prašai atidėk. но когда ты это съедаешь, Kada tu tai tiesiog praryji. просто Suvalgai. пожираешь это, Suėdi. что-то в тебе растет. Kažkas tavyje auga. В тебе растет дух победы. Tavyje auga pergalės dvasia. Превозмогая все эти обстоятельства, Nugalėdamas tas visas aplinkybės, ты просто растешь, tu tiesiog augi, ты расширяешься. platėji. И потому часто нас растягивают обстоятельства. Ir tiesiog mūsų aplinkybės išplečia. Подумайте, кто помнит Сидраха, Мисака и Авдинагу? Kas pamena Sidrachą, Misaką ir Abdinagų? Вы помните, как их люди бросили в печь? Ar pamenat, kaip jos į pečių įmetė? Даже те, которые их бросали, они погибли. Tie žmonės, kuriuos jos metė, Но потом stūmė į pečių, Навуходоносор patys смотрит в печь, Po to Navuchodonosoras žiūri į tą krosnį, и смотрит, там их 4. o ten jų 4. И один видом, как Сын Божий. Ir vienas išvaizda panašus į Dievo sūnų. И кто из вас замечал, что после этого события Kas pastebėjot, kad po šito įvykio, из печки выходит обратно 3? kad iš pečiaus išeina vėlgi tik 3 iš krosnės išeina. Вау! Оказывается, с Иисусом можно, или Иисуса физически можно пережить. Pasirodo, Jėzų galima pajausti, išgyventi, pergyventi. Прям gyvai. посреди беды. Bėdos eigoje, viduje bėdos. Теперь молились ли они? Молились. Meldėsi, Поклонялись. šlovino. Но пережили ли они что-то невероятное? Bet ar išgyveno jie kažką tokio neįtikėtino? Конечно, да. Žinoma taip. Дорогие, я готовлю вас, потому что вы будете переживать все более и более сложные ситуации. Mėlyjeji, aš jūs rengiu tam, nes jūs išgyvensite vis sunkesnės ir sunkesnės Но situacijas. сегодня мое послание, что у вас есть минимум 3 причины всегда радоваться. Bet mano šiandien žinia jums, kad jūs turit mažiausiai 3 punktus, priežastis, dėl ko džiaugtis. Подвожу итог. Išvada. Зло обернется в лучшее. Blogis apsisuks į gerą, Наше благо никто не заберет. mūsų gėrio niekas iš mūsų Вашу nepavogs, праведность никто не сворует. jūsų teisumo niekas nepavogs, Ваше сыновство никто не заберет, jūsų sūniškumo niekas netims, если вы любите Бога. jeigu jūs mylite Dievą. И все лучшее нас ждет впереди. Ir visa, kas geriausia, dar prieš mūsų. Потому prieš чем akis. темнее ночь, Tad kuo tamsesnė naktis, тем ярче звезды. tuo ryškesnė žvaigždės. Аллилуйя. Aleliuja. Победа Pergalė. пожирает смерть. Prarykite mirtį. Понимаете? Пожирайте. Просто Прорик съесть. мирти. То есть что значит съесть? Ką reiškia suvalgyti? Это пропустить через себя. Tai reiškia praleisti per save, per savo žarnyną.
Понимаете, это просто взять, то есть это усвоить этот урок, прожить его. Tai reiškia įsisavinti ir išgyventi tą pamoką. Но казалось, что вы кушаете смерть. Jums galėjo rodytis, kad jūs valgot mirtį, Но в вашей жизни победа bet jūsų gyvenimo pergalė становится все толще, tampa vis storesnė, все точнее, svaresnė, мощнее. stipresnė. Организм ваш развивается, Jūsų organizmas vystosi. потому что смерть поглощена. Todėl, kad praryta mirtis. Дорогие, все ваши беды поглощаются жизнью. Visos jūsų bėdos praryjamos gyvenimu. Все ваши беды поглощаются крестом Иисуса Христа. Visos jūsų bėdos yra praryjamos per Jėzaus Kristaus kryžių. Они поглощаются, поедаются победой Иисуса Христа. Jos yra praryjamos viešpatės Jėzaus Kristaus pergalė. И потому мы сегодня это возвещаем. Todėl mes šiandien tai skelbėme. Христос воскрес. Viešpats Jėzus prisikėlė. Дорогие, у нас повод радоваться. Mes turim priežastį džiaugtis. Он претерпел больше, чем все мы. Jis iškentė daugiau negu mes visi. Но у нас хорошая новость. Bet mes turim džiaugę naujieną. Мы можем радоваться. Mes džiaugiamės. И хотя не надо хихикать, Ir nereikia kikent. когда ты проходишь какую-то беду. Kada tu praeini bėdą, И не будьте такие дешевые консультанты. nebūkit tokie pigus konsultantai. Ой, все будет, брат, во благо. Viskas bus į gerą. Встаньте рядом. Stokite šalia to brolio. Проходите эти моменты. Eikit kartu su juo tą kančią. Проходите эту эмоцию, как проходил Иисус. Praeikite, kaip praėjo Jėzus. Он любил Лазаря. Jis mylėjo И Lozorių он плакал. ir jisai verkė. И хотя смерть попыталась взять в объятия, Nors mirtis ir pabandė paimti į glėbį Lozorių, но Иисус вырвал. Jėzus jį išplėšė. Понимаете? Но какие эмоции были у сестер? Bet kokios emocijos buvo pas seseris. И ты что-то проходишь. Tu praeidinėjai kažką. Может, ты не можешь какое-то время создать семью. Gal tu kažkokį tai laiką negali sukurti savo šeimos. Может, у тебя не залаживается с бизнесом. Gal verslas nesiklosto. Может, ты долго не можешь прийти в нужный контакт с твоим сыном или дочкой. Galbūt tu ilgą laiką negali pasiekti gerų santykių su sūnumi ar dukra. Может, с детьми оборвала связь. Gal su vaikais nutrūko kontaktas, ryšys. А может, у тебя с родителями вообще все разрушились отношения. Gal su tėvais sugriauti santykiai. Может, у тебя долго в семье война. Gal pas tave šeimoje seniausiai vyksta karas. Может, долго не можешь выкопаться из долговой ямы. Gal skolų duobė tokia gili, kad tu negali iš jos išsikasti. И нету мгновенных решений. Nėra momentinių sprendimų. Потому что это тебя маринует. Todėl, kad tai tave marinuoja. Это испытывает твою веру. Tave tikrina, tavo tikėjimą tikrina. Но ты имеешь слово. Bet tu turi žodį. И стой на нем. Stovėk ant jo. И я не говорю, что прям смейся, глядя в лицо. Aš nesakau, kad žiūrėdamas į problemos veidą, kikenk juokis. Но приходя сюда, Bet ateidamas čia, ты можешь в духе tu gali dvasioje испытывать радость. džiaugtis, Потому turėti что džiaugsmą. это еще говорил Соломон, Todėl, kad dar Salomonas tai sakė. у которого было на пальце кольцо. Todėl, kad kuris turėjo ant žiedą ant piršto. И там было написано, что все пройдет. Ten buvo parašyta, viskas praeis. И когда было очень плохо, Ir kada buvo baisiai blogai, он читал Jisai tai эту надпись. skaitė tą užrašą ant žiedo. И когда было хорошо, Ir kada веселье, buvo puikus džiaugsmas, посреди пира, он тоже говорил, все пройдет. baliaus metu jis irgi sakė, viskas praeis. Но лучшее впереди. Bet geriausia dar prieš Там akį. любовь не пройдет. Ten meilė nepraeis. Там не надо будет бояться разлуки. Ten nereikės bijoti Потерять išsiskyrimo. близких, родных, нас. Prarasti mūsų Вечное artimuosius царство. giminės. Ten amžinoji karalystė. И сею надежды, утешайте друг друга. Siekite viltį. Радуйтесь. Raminkite. Потому что Džiaukitės. никто не вырвет вас из руки Божьей. Niekas jūsų neišplėš iš Dievo rankų. Наша часть Mūsų dalis – любить Бога, – mylėti Dievą. любящим Его. Mylintiems Dievą. И я сегодня хочу молиться об этих закалькованных трубах. Aš noriu melstis už tuos vamzdžius, kurie prikalkėja, užkalkėja, užsitraukia.
чтобы сила Духа Святого прочистила канал Kad šventosios dvasios jėga išvalytų tą kanalą. вашего сердца, Kanalą jūsų širdies. что было много любви в вас, Kad būtų jumise, pro jūs tekėtų daug meilės, много радости, daug džiaugsmo. чтобы вы знали, Kad jūs žinotume, что Бог способен абсолютно все. kad Dievas geba padaryti absoliučiai viską. Нет ничего страшнее на земле, Nieko baisesnio nėra žemėje, когда Иисус согласился kada Jėzus sutiko. не просто пострадать, Ne tiesiog nukentėti, а умереть, принять смерть. bet mirti, priimti mirtį. Как Бог Он это не мог, Он бессмертен. Kad jis tai darė ne kaip Dievas, nes jis yra nemirtingas. Но как человек Он принял это ради нас. Jėzus kaip žmogus priėmė tai vardan mūsų. Потому все обстоятельства сегодня на Todėl земле, visos aplinkybės šiandien žemėje они рядом не стоят. šalia net nestovėjo. Аллилуйя. Aleliuja. Я также говорил, это хороший день. Мы будем молиться также, если мы недолюбливаем литовцев, Šiandien puikiai diena ir mes melsimės, jeigu kartais nedamylėjom lietuvių, поляков, lenkų, украинцев, Ukrainos, русских. rusų, Может, татары будут. Я не знаю, gal кто totorių, будут. Может, будут другие нации, я не знаю. gal dar kažkokių tai nacijų nedamylėjom. Сегодня буквально пару лет, буквально за последние 2 года, Tiesiog per pastaruosius porą metų образовалось в Вильнюсе 2 англоязычных церкви. Vilniuje yra sukurtos 2 angliškos bažnyčios bendruomenės. Новых. Naujos. До этого еще были. O iki to dar buvo. И кто-то любит этих англоговорящих. Ir kažkas myli tuos angliškai kalbančius. И нам надо прочистить. И я прошу всех, молитесь, скажите: Господь, выбей этот весь кальк. Ir mums reikia lygiai taip pat melstis, kad Viešpats išvalytų tą užkalkėjimą iš mūsų širdies kanalų. Вот это то, что занеслось. Tai, kas apaugo, užkerpėjo. Пусть много любви через вас течет. Tegu per jūs teka kuo daugiau meilės. Пусть много любви через вас течет. Labai daug meilės tegu teka per И jūs. много радости. Ir daug džiaugsmo teka per jūsų širdį. Потому что радость Господа сила Todėl, моя. kad Viešpatyje mano džiaugsmas. Потому что сегодня люди такие печальные, Todėl, kad šiandien žmonės tokie nuliūdę, такие испуганные. tokie išsigandę. И когда они встречают радостного человека, Ir kuomet jie sutinka besidžiaugiantį žmogų, они хотят за него поддержаться. jie nori pasilaikyti už jo, prisiglaus prie jo. Они хотят побыть с ним, Jie nori pabūti su juo, чтобы что-то транслировалось. kad kažkas į jų gyvenimą būtų Они не могут įtransliuota. объяснить, что. Jie negali paaiškinti, kas. Я уверен, что и вы не можете объяснить, что. Manau, kad ir jūs nesugebėtumėt Но paaiškinti, если вы kas. транслируете дух, Bet jeigu jūs transliuojate dvasią, они это чувствуют на Я это подсознательном яучу. уровне. Pasąmonės И потому мне тоже позванивают старые друзья, и они говорят: о, давай встретимся, поговорим. ir man skambina seni draugai ir sako, susitikim, И я pakalbėkim. хочу идти, они ни о чем со мной говорят. Nueinu, o jie kalba su manimi apie nieką. Но просто я понимаю, что им надо этого кислорода. Suprantu, kad jiems tiesiog reikia tas mano degonys, kurį aš turiu. Любовь и радость, Meilė ir džiaugsmas. и мир. Ir taika, Это ramybė. очень востребовано сегодня. Tai yra labai востребовано. Didžiulis paklausus dalykas. Poreikis Это очень didžiulis. хорошая валюта. Tai labai gera valiuta. Сидите, не вставайте. Sėdėkit, nestokit. Отец, Tėve, вот наши сердца, štai mūsų širdis. ты знаешь, Tu žinai, они занесены суетой, jos apaugo būtimi, заботами житейскими, gyvenimiška suirutė, ложными целями. klaidingais, melagingais tikslais И много других обуз. ir daug visokių kitų naštų. Очисти наше сердце. Išvalyk Viešpatie mūsų širdį. Сотвори чистое сердце, Sukurk mumyse švarę чтобы širdį, мы были способны больше любить. kad gebėtume kuo daugiau mylėti. И я приношу покаяние Aš atgailauju от себя и от всей общины. nuo savęs ir nuo visos bendruomenės. Господь, прости. Viešpatie atleisk.
что мы не любили некоторые народы. kad mes nemylėjome kai kurių tautų. И кто-то из нас не любил литовцев, Tikėtina, kad kažkas iš mūsų nemylėjo lietuvių, кто-то поляков, kažkas lenkų, кто-то евреев, kažkas žydų, hebrajų, кто-то украинцев, kažkas ukrainiečių, кто-то русских. kažkas rusų. Прости нам эту вину. Atleisk mums viešpatį tą Ведь ты kaltę. умер за каждую нацию, Tu mirėjai už kiekvieną žmogų, kiekvieną за каждого naciją. человека. Už kiekvieną žmogų tu mirėjai. И мы просим, верни нам способность Mes tavęs prašom, gražink mums любить gebėjimą эти народы, mylėti tas Pasti tautas, их. atleisk, служить им, atleisti jiems, tarnauti jiems, поднять их pakelti jas и видеть, как ты через них двигаешься в ir славе. matyti, kaip tu judi savo šlovėje per tas tautas. Аллилуйя. Aleliuja. Господь, мы под гнетом обстоятельств. Viešpatė, mes spaudžiami, aplinkybių spaudžiami. Забыли радоваться. Užmiršome, kad džiaugtumėmės. Мы забыли о Твоем величии, Pamiršome apie tavo didybę. что Ты можешь все обернуть во благо. Kad tu viską gali apsukti į gerą. Хотя Ты и проходишь этот трудный процесс Nors tu ir eini per tą sunkų вместе procesą с нами, su mumis. но в конце Ты приносишь победу. Bet pabaigoje būtent tu atneši pergalę. Смерть, где Твоя жало? Mirtie, kur tavo geluonis? Смерть, Ты поглощена победой. Mirtie, tave prarijo pergalė. Беды, вы сегодня поглощаетесь Bėdos, jūs esat prarytos šiandien. Духом победителя. Nugalėtojo dvasia jūs praryja. Дух победы на вас. Ant jūsų Я высвобождаю pergalės дух победы. dvasia. Išlaisvinu pergalės dvasią. Потому сегодня ты будешь исцеляться. Todėl šiandien tu būsi išgydomas. Потому что болезнь — это смерть в рассрочку. Todėl, kad lyga tai mirtis išsimokėtinai. Принимай дух победы. Priimk pergalės Она dvasią. поглощает. Ji praryja. Она поглощает твою зависимость. Pergalės dvasia praryja tavo priklausomybę. Она поглощает твой грех. Pergalės dvasia praryja tavo nuodėmę. Она поглощает твою слабость. Ji praryja tavo silpnybę. Она поглощает болезнь, Ji praryja tavo lygą. твою аллергию. Pergalės dvasia praryja tavo alergiją. Твою депрессию. Vis tavo depresija pergalės Твою dvasia praryja. апатию. Apatija. Твою рану. Žaizda tavo praryja pergalės dvasia. Аллилуйя. Aleliuja. Аллилуйя. Сила Духа. Сила Dvasios Духа. jėga. Dvasios jėga. Сила Духа. Dvasios jėga. Дух победы. Принимай Pergalės Дух dvasia. победы. Priimk pergalės dvasią. Радость. Džiaugsmas. Радость. Я Džiaugsmas. транслирую радость от Духа Transliuoju jums Святого. džiaugsmą nuo šventosios dvasios. Радость. Džiaugsmas. Потому что твое имя записано в книгу жизни. Todėl, kad tavo vardas įrašytas gyvenimo knygoje. Потому что ты праведен сегодня. Todėl, kad tu teisus šiandien. И тебе не надо опускать голову. Todėl nereikia tau šiandien ieškoti. Nuleisk galvos. Опустить голову. Nuleisti galvos. Ты можешь ее поднять высоко к небу. Pakelk savo galvą. Aukštai į dangų. Ты сын. Tu tikslas. Ты дочь. Tu sūnus, tu dukra. И если ты заблудился, Jei tu pasiklydai, ты знаешь, где отцовский дом. tu žinai, kur Dievo namai. Ты можешь вернуться. Tu gali grįžti į Dievo namus. Ты не перестаешь быть сыном. Tu nenustojai būti sūnumi. Может, в этом этапе ты не радуешь отца. Gal Еще и откорпой. Tu nedžiugini savo Gal tu tėvo. šią akimirką nedžiugini savo tėvo. Но приходит момент, Bet ateina akimirka, когда все изменится. kada viskas keičiasi. Смерть, ты поглощена победою. Mirtie tu esi praryta. Потому что pergalės. Иисус воскрес для оправдания. Todėl, kad Jėzus prisikėlė vardan išteisinimo. Ты сегодня вновь оправдан. Tu šiandien vėl išteisintas. Сегодня Он утверждает твое сыновство. Šiandien jis įtvirtina tavo И лучшее впереди. Ir geriausia dar prieš akį. Он говорит, я прославлю. Jisai sako, aš prašlovinsiu. Я прославлю имя мое Pašlovinsiu savo vardą. через тебя. Per tave. Люби. Mylėk.
Люби, Mylėk. люби. Mylėk. Аллилуйя. Подними твое сердце к небу. Pakelk savo širdį į dangų. Потому что только Бог Todėl, kad tik Dievas может целовать gali pabučiuoti. человеческое сердце. Pabučiuoti žmogaus širdį. Он может так сокровенно прикоснуться. Jisai gali taip šventai Он сына не prisiliesti. пожалел. Jisai nepagailėjo sūnaus. И сыном не дарует ли нам всего? Nejaugi jis neduos visko mums. Аллилуйя. Aleliuja. Аллилуйя. Братья, приготовляйте все к причастию. Побудь еще в дланях Божьих. Pabūkite Dievo delnuose, Dievo rankose. Он держит тебя, Он обнимает тебя. Dievas jūs apkabina, laiko. И Он говорит, не бойся, Dievas sako, nebijok. я победил мир. Jis sako, aš nugalėjau pasaulį. И я победитель в твоей жизни. Aš esu nugalėtojas tavo gyvenime. И я вдыхаю дух победы Aš įkvepiu į tave pergalės dvasią, в твое лицо. į tavo veidą. Я вдыхаю в тебя жизнь. Aš įkvepiu į tave gyvenimą. Я вдыхаю в тебя шалом. Įkvepiu į tave šalomą, tai Я ramybė. вдыхаю в тебя радость. Įkvepiu į tave džiaugsmą. Аллилуйя. Aleliuja. В мире будет все хуже и хуже. Pasaulyje, aplink visur pasaulyje bus tik blogiau ir blogiau. Но Бог говорит, но для избранных моих Bet Dievas sako, mano išrinktiesiems лучшее впереди. visa, kas geriausia, dar prieš akį. Аллилуйя. Аллилуйя. Я благословляю во Palaiminu, имя Иисуса Христа, laiminu vardan Jėzaus Kristaus. данной властью. Duota valdžia. Я выступаю против всякой болезни, Einu prieš bet kokią lygą, всякой немощи, prieš bet kokią negalę, любой демонический захват, prieš bet kokį demonišką užgrobimą, любое избыточное явление демонов. prieš bet kokį demonišką pasireiškimą, pernelyg didelį pasireiškimą. Или какие бы духи тебя не атаковали. Ir prieš bet kokias dvasias, kurios galėtų tave atakuoti. Я останавливаю эту духовную атаку. Stabdau šitas dvasinės atakas. И кто бы тебя не проклинал, Kas be nuspręstų tave prakeikti, кто бы не колдовал, kas prieš tave neburtų. я говорю, сегодня это бессильно. Aš šiandien sakau, tai yra bejėgiška. Я аннулирую это прямо сейчас в духе. Aš dabar pat anuliuoju visą tai dvasioje. Я останавливаю смерть. Stabdau mirtį. И говорю, прими жизнь. Sakau tau, priimk gyvenimą. Жизнь. Gyvenimą. Жизнь. Gyvenimą. И еще раз жизнь. Ir dar kartą gyvenimą. И погружайся, погружайся. Nerk, kuo gilyn nerk. Я вижу просто зашедшее солнце. Matau patekėjusią saulę. Я вижу сад цветущих сакур. Matau sakurų nuostabų žydintį sodą. Просто ты начинаешь расцветать. Aš matau, kaip tu skleidiesi, pradedi И žydėti. пока приготовят причастие, Ir kol parengs stalą, группа Елей, она сейчас поет песню. Grupė gėdos giesmę. Елей. Aliej. Елей. Alyva. И сиди, не вставай, просто Sėdėk ir наслаждайся. nesikelk, mėgaukis. Переживай Išgyvenk прикосновение, tai. потому что Дух Святой что-то делает себе. Išgyvenk Дух tą Святой делает palaimą. тебе, просто Šventoji dvasia расслабься. su tavim Не думай, veikia. кто что Negalvok, смотрит. Хочешь, плачь, negalvok. смеяться, Nori verkti, смейся. verk. Nori Переживай это глубокое džiaugtis, переживание, juoktis, потому что išgyvenk tą Он хочет, išgyvenimą. чтобы ты радовался. Viešpats nori, Он kad tu хочет, чтобы ты džiaugtumės, доверял. kad tu Чтобы ты знал, pasitikėtum juo, что Он для этого отдал Сына. kad tu žinotum, jog jis būtent dėl to atidavė savo sūnų. И то, что Он воскрес, Ir tai, kad jis prisikėlė, это знак того, tai yra ženklas что Он tam, не обманет, kad jis neapgaus. что это будет. Tai bus. Tai Аминь. bus. Amen. Наслаждайся, наслаждайся, Mėgaukis, mėgaukis, наслаждайся. mėgaukis. Пойте. Аллилуйя. Аллилуйя. Насладись Божьим присутствием. Mūžs skarbiai
Изведавший болезни, Он был презираем и унижен. Наказание мира на Нем было. Ранами Его мы исцелились. Принял Он страдания добровольно. Как овца был веден на заклане. Пред стригущими Он был безгласен. Не было в Нем вида, ни величия. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу. Преклонится всякое колено перед святым именем Господним, перед Агнцем Божьим на заклании, умершим за наши преступления. Он в одежде, обогренной кровью, Его имя — Слово Божье. Царь царей, сидящий на престоле, Он грядет, Он первый и последний. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу. Церковь, пой Ему, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу. Преклонится всякое колено перед святым именем Господним, перед Агнцем Божьим на заклании, умершим за наши преступления. Он в одежде, обогренной кровью, Его имя — Слово Божье. Царь царей, сидящий на престоле, Он грядет, Он первый и последний. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Господу. Давайте петь Ему, церковь.
Друзья, сейчас мы будем совершать Пасху Господню. Вы знаете, часто мы называем вечерей Господней или хлебопреломлением, но именно сегодня я хочу сказать, что мы будем принимать именно Пасху Господню. И вы знаете, ничто так лучше, я вижу сегодня такая атмосфера в зале, и чувствую, наверное, знаете, состояние сердец. И я думаю, что именно вот такое состояние, с таким состоянием мы должны и подходить к Пасхе Господней, чтобы соединиться с телом и соединиться с кровью Господней, чтобы быть достойно принимающим эту Пасху, эту святыню Господню. Поэтому, друзья, вы знаете, у нас было вчера, пастырь нам напоминал, тоже у нас вчера было такое предпасхальное служение, где выступали дети, и нам еще раз напомнили то, что Пасха Господня с перевода еврейского звучит как «пройти мимо». Вы знаете, если вспоминать именно по значению этого слова, да, то мы помним, что именно ангел-губитель, который вышел от Господа, или, другими словами, можно сказать, гнев Божий, который вышел от Господа, да, он прошел мимо тех на косяках, чьих дверей была нанесена эта кровь Агнца. Вы знаете, ангел, он поразил бы любого, скажу вам, еврея, у которого не было бы нанесена эта кровь на косяках дверей. То есть прообразом, конечно, является Агнец, закланный за нас, Пасха наша Христос, умерший за нас и воскресший для нашего оправдания, и всякий верующий в Него живет им. Поэтому, вы знаете, церковь, как написано в Деяниях апостолов, постоянно пребывала в учении апостолов, она пребывала в молитве, она пребывала в общении. И четвертый аспект, очень важный, она постоянно пребывала в преломлении хлеба. То есть она постоянно пребывала в соединении с Господом. Поэтому вот это священнодействие, оно очень важно для каждого из нас. И я просто хочу еще раз напомнить, вы знаете, прочитать, наверное, 26 главу Матфея с 20 стиха и напомнить вообще, как вот это все произошло и что предшествовало вечере Господней. Так в 20 стихе написано: «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все». Друзья, пейте из нее все. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Поэтому, друзья, апостол Павел в 1 Коринфянам нам еще раз напоминает, чтобы мы достойно принимали вечерю Господню. В 28 стихе 1 послания Коринфянам, 11 главе, он говорит: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Вот все, о чем сегодня говорил нам пастырь, это практически было
мы испытывали свои сердца, мы взвешивали свои сердца, мы через покаяние, через молитву, мы очищали свои сердца, чтобы нам достойно подходить к вечере Господней. И апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам: испытывайте сами себя, верили вы. Сами себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Вы знаете, испытывайте сами себя, вере ли вы. Вере ли вы – это не просто, знаете, верите ли вы в Бога. Но дальше он объясняет в 7 стихе: молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и ничем, чем должны быть. То есть практически пребывать в вере – это не делать зла и делать добро. Вы знаете, когда мы соединяемся с телом Господним, в теле Господнем пребывает абсолютная любовь Божья. Понимаете? И нельзя соединиться с этой любовью в непрощении, в обиде, в ненависти. Невозможно соединиться в теле с Господом, потому что это будет противление. Поэтому Писание и говорит, что если вы недостойно принимаете, то есть если вы принимаете вот с такими сердцами, да, то вы будете тогда, многие из вас немощны, больны, немало умирает. Да? Но чтобы этого не происходило, мы с достойными сердцами сегодня должны приходить к этой святыне Божией, потому что мы уже говорили, да, что заповедь, которую переформатировал Иисус Христос, она говорит не просто «не убей», а кто ненавидит брата своего, тот уже является человеком-убийца. И Иоанн говорит, как может любовь в том пребывать, если кто сегодня ненавидит брата своего, если кто сегодня с неправильным сердцем соединяется в теле Христовом. Вы знаете, мы являемся этим телом Христовым тоже в своем образе. То есть Иисус – тело Христово, и мы в этом теле, соединяясь с Ним, мы получаем приращение, мы получаем новое как бы движение, знаете, для того, чтобы более и более возрастать в познании Господа. Хорошо, друзья, давайте мы тогда сейчас прочитаем 1 Коринфянам. Апостола Павла: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Давайте мы сейчас произнесем молитву, мы благословим этот опреснок и по вере будем принимать его как тело Господа Иисуса Христа. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что любовь Твоя, изойдя из Твоего сердца, через Иисуса Христа достигла каждого из нас. Твоя любовь, в которой мы встретились, она изменила нас. Она дала нам новые плотяные сердца, способные вместить Твою любовь и способную эту любовь вырастить по отношению нашему друг к другу и по отношению ко всем людям, родившимся и живущим на этой земле. Твоя любовь дает нам силу прощать. Твоя любовь дает нам силу любить врагов наших. Твоя любовь дает нам силу все покрывать. Не гордиться, не превозноситься ни перед кем, но пребывать в смирении Твоем, служить друг другу каждым тем даром, который получил от Тебя, и больше будет всегда служить меньшему. Помните об этом и принимайте достойно вечерю Господним, чтобы в ваших сердцах, в ваших телах и в ваших душах господствовало воскресение Иисуса Христа. Аминь. Принимайте возлюбленные.